На странице 38 повторяем окончание множественного числа и переходим к теме овощи. Бакчада – в огороде. Yeşilçeler – овощи. Какие овощи у нас есть? Беренге – картофель, суган – лук, кияр – огурец, помидор, так же как в русском будет помидор, кишер – морковь, кабак – тыква, кебесте – капуста. Легко запомнить слово кебесте, потому что оно взято из русского языка в татарский язык. Капуста – кебесте. Повторяем множественное число. Беренге – это у нас картофель. Как сказать много картофеля? То есть не один картофель, не одна картошка, а много картошек. Беренге. Смотрим, на что заканчивается, на гласную. И так как если гласные, значит либо лар, либо нер. Либо лер. Нор не может быть, потому что она после м, н, м. И если слово мягкое, значит мягкий вариант. Значит будет беренгелер. Кияр. Это у нас заканчивается на звонкую согласную, значит либо лар, либо лер. Так как слово твердое, значит лар. Кияр, лар получится. Было огурец, стало огурцы. Суган. Так как на заканчивается на не, значит добавляем нар. Суган, нар. И здесь можем повторить с помощью кубиков. Еще раз напомнить. Помним то, что это корень слова. Корень, значит, у нас как раз таки вот беренге. И окончание множественного числа. Их всего 4. Лор, лер, нор, нер. Вспоминаем, если кто не знает. Если кто знает, давайте вспомним, повторяем. Нор, нер добавляется, если корень слова заканчивается на м, не или н, а во всех остальных случаях добавляется лор и лер. Это значит в каких случаях, когда глухие и звонкие согласные, и когда гласные в конце. И в каких случаях, значит, выбираем лар, если слово твердое, или выбираем лер, если слово мягкое. Аналогично, если слово твердое, значит нар, если слово мягкое, значит нер. То есть мы смотрим на две вещи, на что заканчивается слово и какое это слово, мягкое или твердое. Дальше. Здесь у нас нужно посоставить предложение, используя картинки. Вспоминаем, как будет козел. Козел – это кеже. Козел или коза, кому как нравится. Значит, кеже. Здесь вопрос. Что любит у нас коза? Коза любит капусту. Кеже, кебесте, йорота. Если мы в русском языке говорим коза любит капусту, тут у нас уже слово капуста меняется, добавляется падежное окончание, то в татарском языке просто будет кеже, коза, и капуста, кебесте, без никаких окончаний. Кеже, кебесте, йорота. Это в основном, почему не добавляется окончание падежа, так же как в русском языке. Так сложилось, что если мы, например, любим, имеется в виду кушать, то тогда не добавляется окончание падежа. Вот кеже, кебесте, йорота. Но если мы, например, скажем любит, допустим, я люблю, например, маму, или он любит маму, то тогда здесь нужно окончание падежа добавить. Например, получится ул, они, не, ярота. Это уже другая тема. Вот здесь мы падежное окончание не добавляем. То есть нужно запомнить, что если мы хотим сказать, что я люблю кушать какой-то продукт, то в этом случае после продукта не добавляем окончание падежа. Кеже, кебесте, ярата. Не говорят кеже, кебесте, не ярата. Если скажем кебесте, не ярата, это уж совсем другой смысл будет. Не кушать любит, а любит как душой любит, значит, получается.
смысл другой. Значит, дальше. Куян. Это у нас заяц. Куян. Нерсе ярата. Нерсе значит что? Кишер. Куян кишер ярата. Заяц любит морковь.